На протяжении 20 дней они трудились, а теперь празднуют победу со своими друзьями. В обмен на газеты, тетради и прочую бумагу они получают не книги, а совсем другие подарки. Поход в кинотеатр, новый проектор для класса или, как сегодня, прогулку на льду. Тамила Бештоева во второй раз принимала участие в экологической акции «Спаси Грута». Девочка понимает, насколько важен сбор макулатуры. Я из дома принесла все, что не нужно, бумаги, тетради, вот это все. И мы собрали 2 пакета и отдали, и приехали вот сюда. Ученики первой школы Плиева собрали более 2,5 тонн макулатуры, таким образом заняв первое место среди 2 десятков школ. Абабукар Плиев вместе с другом сегодняшним презентом остался доволен. Вырваться с одноклассниками на каток и хорошо провести время на один день, забыв об учебе. О чем еще можно мечтать в свои 10? Я думал, что мы окажемся на 3-м, на 5-м месте. Но мы долго искали макулатуру и выиграли 1-е место. И приехали вот сюда. И мне очень нравится тут быть. Очень большой и красивый стадион. Искали везде макулатуру, и дома, и у соседей спрашивали. Мы все-таки это 1-е место заняли. Юные экологи даже не представляют, какую огромную лепту они вносят в защиту окружающей среды. Участие в акции приняли 24 школы со всего региона. 450 человек заняли 1-е места. Всего удалось собрать более 22 тысяч килограмм макулатуры. Цифра впечатляющая, но им удалось это сделать благодаря общим усилиям. Мы рады, очень. Мы собирали макулатуру, скидывали их в пакет, где школа, и потом у нас 1-е место. Экологический проект с говорящим названием «Спаси Грута» стартовал в 2018 году. Проводится Министерством молодежной политики и туризма совместно с региональным министерством природы. Он проходит в 3 этапа. Цель проекта – повышение экологической грамотности подростков, привитие культуры раздельного сбора мусора через игровую форму и грамотную мотивацию. На протяжении месяца на базе 24 республиканских школ проводились различные викторины и конкурсы. Теперь, спустя время, можно уверенно сказать, что акция дала свои плоды. У нас в этом году этот проект тоже будет реализовываться. Если в прошлом году это было 24 школы, то в этом году у нас будут участвовать 72 школы. Призовых мест будет тоже больше. Если в прошлом году было 3, то сейчас их будет 6. Там на каждые 12 школ по одному призовому месту. И мы, так сказать, охватим практически всю равнинную часть нашей республики в рамках реализации данного конкурса. Вся собранная макулатура уже отправилась на переработку в город Краснодар на спецзавод. Экология – одна из проблем современного мира. Однако даже такие небольшие эко-акции мало-помалу, но способны переломить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. В мир этих гаджетов и технологий очень приятно, что они чем-то заняты и приносят пользу обществу. А вдвойне приятно, что они получают за это награду. Когда они вместе работают, собирают макулатуру на благо, скажем, своей республики, то это их сплачивает очень сильно. Но когда они отдыхают вместе, это сплачивает вдвойне. После активного отдыха победителей ждет вкусный обед. В задумках организаторов распространить проект «Спаси Грута» во всем регионе, охватить все учебные заведения и организовать в каждом из них пункты приема макулатуры. Малика Измайлова, Муслим Арчаков, Магаз 24.